Ну а о том, как сделать власть на местах действенной и способной решать проблемы населения, говорили сегодня на парламентских слушаниях в Вилтумене. Депутаты рассматривали поправки в закон Республики о местном самоуправлении и базовый закон Республики о закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения. С подробностями наш корреспондент Туяра Филиппова. Принятые в мае поправки в основополагающие федеральные законы о местном самоуправлении дали регионам право самим определиться, будут ли главы на местах выбираться или назначаться. Кроме того, одной из основных причин проведения муниципальной реформы стал существующий дисбаланс между объемами вопросов, отнесенных к полномочиям на местах, и финансовыми возможностями для их реализации. Эти вопросы теперь до конца года должны для себя определить региональные законодатели путем принятия собственного закона. Как говорим, местное самоуправление – это власть народа. Как мы дальше будем работать, как будем развиваться. И это очень беспокоящий вопрос, который мы должны сегодня принять. Депутаты и глава республики предлагают сохранить принцип выборности органов местного самоуправления. При этом часть депутатов предлагает глав муниципальных образований, численность населения которого менее 1000 человек, избирать из числа представительного органа, то есть местных депутатов. Это, по их мнению, исключит приход во власть случайных и неподготовленных людей. Из 445 населенных пунктов таковых в республике 275, то есть больше половины. Кроме того, часть полномочий, которые не обеспечены финансово, предлагается передать от поселений на районный уровень. Но тут мнения как в депутатском корпусе, так и среди муниципалитетов разные. Тот вариант, который на сегодня существует, разграничение полномочий между районами и наследами, нужно в дальнейшем оставлять. И если будут наделяться полномочия для поселений, если расширение, то они все равно будут идти через муниципальные районы, подписываться соглашения с определенной финансовой поддержкой, и тем самым мы будем больше чувствовать ответственность в своих полномочиях. Понятно, что главы поселений не хотят терять сферу влияния, но полномочия без финансового обеспечения тоже не прибавляют им доверия населения. Спорные моменты есть, но их законодатели и правительство республики планируют урегулировать в течение 2015 года и объявить его как переходный период. Я поддерживаю законопроект правительства, где они предлагают 2015 год объявить переходным периодом и еще раз посмотреть внимательно с участием самих сельских поселений о том, какой блок передавать, какой блок не передавать. Это должна быть очень большая кропотливая работа, чтобы к принятию бюджета 2016 года мы могли принять соответствующие уже необходимые нормативно-правовые документы. К 2016 году, к этому времени, планируется основную часть муниципальных реформ внедрить. Местная власть должна стать ближе к народу, а принимаемые решения стать действенными. Туяра Филиппова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.